Приветствую всех участников, организаторов, зрителей фестиваля. Меня зовут Рима Гумирова. Я живу в Москве. По национальности я татарка, и сегодня мне выпала честь рассказывать, то есть сделать обзор языковым школам в России, то есть школам, курсам, семинарам на языках народов Российской Федерации. Я являюсь еще сопредседателем онлайн-платформы «За языки РФ». Мы проводили онлайн-конференции, начиная с августа, начиная с лета этого года, и скоро у нас состоится как раз 4-я конференция. И моя презентация составлена во многом благодаря тому, что мы услышали на этих конференциях, благодаря нашему общению с языковыми активистами и как раз организаторами таких курсов и школ. Так, следующая наша конференция состоится 4 декабря. Приглашаем туда тех, кого интересует юмор на языках народов России. А сейчас я, пожалуй, начну свою презентацию, которая является таким путеводителем по разным языкам России. Сейчас. Так, я пока не могу найти, не могу ориентироваться на своем экране. Погодите. Точно. Все. Так, языковые школы на языках Российской Федерации. Презентации в основном те школы, те курсы, с которыми я уже сама лично как-то знакома, как-то мне приходилось с ними или общаться, или приглашать их на наши конференции, или изучать для подготовки каких-то статей и обзоров. То есть, конечно, многие языки, многие школы сюда могли не попасть. Я даже уверена, что многие не попали. То есть воспринимайте эту презентацию как мой личный рейтинг, то есть проекты, которых я изучала и за работой которых мне приходилось следить. Я уже говорила, что меня зовут Рима, и у меня презентация начинается вот с татарского приветствия, салям, потому что у меня родной язык татарский, и, как я уже говорила, я представляю общественную платформу «За языки Российской Федерации». Нас можно найти на таких платформах, как ВКонтакте, Facebook, Telegram, и везде у нас единый адрес, то есть RF Language. Также у нас есть канал в Ютубе, там такой же адрес, то есть все наши конференции, все выступления можно найти на этом канале. Я вкратце только расскажу про школы, где язык преподавания как раз вот национальный. Это вот мой родной Татарстан, который я написала с ошибкой. Башкортостан, Якутия, то есть там не просто преподаются языки, но ведется обучение на этих языках. То есть в Татарстане есть школы, в которых татарский является языком преподавания обычных школьных предметов, как математика, природоведение и остальное. А дальше уже такие случаи, которые или некоторые они при государственной поддержке, а в основном это частные инициативы, то есть это проекты языковых активистов, инициативных групп. Первым я взяла бурятский язык, потому что, во-первых, для меня это мало изученный пока язык, активизм, и в основном я за их деятельностью следила только в социальных сетях, то есть это школа бурятского языка Марманде, и есть еще у них есть онлайн-формат изучения бурятского языка, это онлайн-школа, называется АЯН. Их можно найти в социальных сетях. Первая школа, то есть школа бурятского языка Марманде, это
Улан-Удэ. А, второй, Вторая школа Аям, это в городе Иркутске. В школе бурятского языка в Улан-Удэ преподается язык для детей, для взрослых, есть дошкольная подготовка, там же есть уроки хореографии, вокал, актерское мастерство, и что мне особенно нравится, там есть живые уроки традиции быт бурят. А в онлайн-школе там уже более онлайн-формат преподавания, современные методики, и могут подключиться желающие из разных точек планеты. Продолжим. Это следующий осетинский язык. На нашей платформе, то есть на платформе «За языки РФ», осетинский язык представлял наш активист, то есть наш коллега Тезбулат Бтеймурат, если я не ошибаюсь, фамилии. Он проводит с 2018 года онлайн-занятия по осетинскому языку, и его выступления, то есть его размышления по методике преподавания осетинского языка, про виды преподавания тоже можно найти в Ютубе, на канале «За языки Российской Федерации». Следующий язык я выбрала чувашский, потому что, если честно, я восхищаюсь прямо проектами чувашских активистов. Кроме прочего, кроме курсов языка на чувашском в самой Чувашии, в других городах в Москве, я нашла еще такой уникальный проект, как аудиокурс чувашского языка. Он, конечно, называется пробный, но пока это единственный такой формат обучения национальному языку на чувашском языке. Есть курсы чувашского, онлайн-курсы чувашского, и все эти проекты представляет инициативная группа «Хавал». Может, вы уже слышали в течение этого фестиваля про эту группу. Александр Блинов, он же Алпарух, руководитель «Хавал», он же является автором современных методик изучения чувашского языка, организатором детских лагерей чувашского языка. То есть это инициативная такая языковая группа, которая занимается, как это объяснить, пропагандой или актуализацией методик изучения, сохранения и развития чувашского языка. Дальше продолжим. Наши же соседи — это удмуртский язык. Курсы удмуртского языка в самой республике Удмуртия, их много, и во время коронавируса, карантина, когда офлайн курсы перестали быть актуальными, коллеги запустили уже онлайн-занятия, и у них очень сплоченная команда, которая работает в разных городах и между собой очень хорошо контактирует. Следующий, хочу заметить, международную летнюю онлайн-школу удмуртского языка и культуры. И если тоже поддерживается государством, и вот отдельно я выделила курсы удмуртского языка в Москве, которых ведет активист Ольга Урасинова, и в этом году тоже во время карантина ребята запустили видеоуроки удмуртского языка, и очень хорошие отзывы про этот проект. Еще также хочу заметить, что у Ольги есть отличный телеграм-канал, Удмурткл называется. Если кому интересно финно-угорское языковое движение, можно посмотреть, можно проследить за их деятельностью как раз на их соцсетях. И отдельно я рекомендую канал Ольги Удмурткл. Дальше башкирский язык. Хочу отметить отдельно интерактивный башкирский Башленг.ру. Это
то есть тоже онлайн-курсы башкирского языка, и проект реализуется за счет гранта главы Республики Башкортостан. Второй тоже государственный проект — это онлайн-курс башкирского языка для начинающих. И тут уже проект реализуется за счет Фонда по сохранению и развитию башкирского языка в Башкирии и Дома дружбы народов. То есть это такие проекты, которые поддерживаются самой администрацией республики, помимо того, что еще в самих школах республики есть преподавание некоторых предметов на башкирском языке. Насчет курсов башкирского отдельно писать я не стала, потому что они есть в самом Башкортостане, есть в соседних регионах, где башкиров много, но и в самой Москве. Дальше продолжим. Это уже самая для меня как бы близкая тема, самая изученная, самая такая, которая постоянно у меня находится в мониторинге. Это мой татарский язык. Тут бы я хотела отметить про курсы, которые проводятся КФУ, Казанским федеральным университетом, и еще курсы, которые проводят Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Насчет курсов КФУ, почему я их выделила как отдельный пункт, почему эти курсы интересны. Недавно они, например, запустили курсы для министров, то есть для министров, которые работают в Республике Татарстан и которые должны уметь общаться, выступать на обоих государственных языках республики, на татарском и, конечно, на русском. Дальше сайт ОНАТЭЛЕ. Это тоже государственный проект, он международный, с лицензией для участников, то есть туда люди прямо стоят в очередях, чтобы получить лицензию для прохождения этих уроков, этих занятий. Но сейчас вопрос с этим сайтом, он пока в взвешенном состоянии, потому что через несколько лет, когда сайт работал, даже успешно работал, сейчас вопросы с финансированием. Дальше хотела бы отметить татарский язык с Дмитрием Петровым, то есть это полиглотом, который известен тем, что он за несколько занятий обучает разным языкам, английскому, испанскому, и администрация республики, то есть республика пригласила его для популяризации татарского языка. Уроки транслировались через телеканал ТНВ «Татарстан. Новый век». И на сегодняшний день в Ютубе выставлено 24 урока татарского языка с Дмитрием Петровым. Есть еще замечательный проект «Айда онлайн. Изучаем татарский». Это проект татаро-башкирской редакции «Радио Свобода», то есть «Азатлык». Тут выдаются очень классные видеоуроки татарского языка, такие ситуационные моменты или просто какие-то подборки. И это отличный материал для тех, кто ведет курсы татарского или для преподавания татарского в школах или в вузах. То есть это как вспомогательный материал. И в разных городах, помимо обычных курсов татарского языка, есть, то есть в последнее время развиваются так называемый проект Татар Speaking Club, татарские разговорные клубы. На данный момент такие есть в Москве, Екатеринбурге, в Казани. И я отдельно последним слайдом покажу про собственный проект онлайн-разговорного клуба, который как раз перерос из обычного разговорного клуба. И отдельно я выделила курсы УМАРТа. Это курсы татарского языка в Москве. Это можно уже назвать полноценной языковой школой. Руководитель этой школы Лилиана Сафина. Может, кто-то знает ее из программы «Говорим по-татарски» из радио «Эхо Москвы», потому что Лилиана готовит эти
передачи уже 2 года, и слушатели радио в течение 1 минуты изучают какое-нибудь новое слово на татарском языке. Есть старшего марта, есть маленького марта, то есть для старших и для младших желающих, изучающих татарский язык. У марта, кстати, переводится как улей, то есть язык у них как мед. И эти пчелы, ученики, изучают татарский язык, для них это как добыть мед получается. Вот такая у них концепция. Дальше отдельно про собственный проект, то есть татарский разговорный онлайн-клуб «Скайтат». Есть, я указала вот ссылку, по которому можно нас найти или в Телеграме, или в Инстаграме. Это проект, который перерос из нашего Татар Speaking Club, то есть если мы раньше собирались и встречались онлайн, изучали татарский язык посредством общения, разговора, использовали настольные игры, смотрели фильмы, переводили известные песни. Теперь мы перешли на онлайн-формат. У нас разные модераторы, разные подходы к изучению языка, и география у нас, конечно, теперь намного шире. Единственное отличие, теперь это стало коммерческим проектом, то есть участники, которые хотят. Это был уже последний. Окей. На бок. А, могу вот так вот ставить. То есть до этого оно было горизонтально? Да, 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 я уже все закругляюсь. Если есть вопросы, скажите, где их найти, или э, это был последний слайд презентации, то есть это был такой краткий обзор по языковым школам и курсам языков наших народов. Если будут какие-то вопросы, я готова отвечать им или сегодня, или позже, если вы мне напишите. Меня можно найти или через группу «За языки РФ» ВКонтакте, или через Инстаграм последнего проекта, то есть Скайтат, про который я рассказывала через Инстаграм. Всем спасибо за внимание. Я очень рада, что меня пригласили к участию к такому замечательному проекту с такой хорошей историей. И я надеюсь, что в перспективе это будет занимать уже не 3 дня, а целую неделю. И мы... Еще раз? Я не скажу, конечно, что прям в совершенстве, потому что у нас такая есть национальная черта, мы даже у своих татар найдем ошибку в произношении, потому что у нас слишком много диалектов, и
Есть так называемый городской акцент, когда а, у нас чуть-чуть русское произношение в некоторых буквах. У Петрова скажу, что, ну, я понимаю, о чем он говорит, и достаточно. Спасибо огромное. А, я уже говорила, куда можно обращаться, если будут какие-то вопросы, и если захотите сами выступить на языковых конференциях нашей платформы. Спасибо огромное.